Ну, местное собрание, горсовет, муниципальный совет — это кухня демократии. Это уровень власти, который напрямую влияет на нашу повседневную жизнь каждый день. Это недалекая политика, а вопросы, которые вы видите за своим окном. Состояние дорог, уличное освещение, работа общественного транспорта, благоустройство дворов и парков, содержание школ и детских садов, поддержка местного бизнеса. Депутаты местного собрания — это люди, которые принимают ключевые бюджетные управленческие решения на уровне вашего города или района. Это, да, общепринятое такое представление о депутатах городского или районного собрания. Но я слышу разные мнения разных экспертов в Абхазии о том, что наши собрания, они далеки от вот этой концепции, которую вы озвучиваете. Что и сами депутаты порой говорят о том, что у них практически нет полномочий, и формально они представляют интересы общества. Как вы на это ответили бы? Вообще сам институт, насколько он соответствует вот этим заявленным Ну, позициям? не буду давать оценок по поводу тех или иных депутатов. Ну, это не... Как бы это дело других людей, избирателей, которые придут голосовать на участке. Но, тем не менее, в руках муниципальных депутатов очень много возможностей. В первую очередь, как я и сказал, они регулируют вопросы благоустройства и улучшения жизни граждан на муниципальном уровне, на уровне города, района и так далее. В их руках должно находиться формирование и распределение бюджета и денег, которые будут идти на различные нужды. Тем не менее, не все зависит от самих депутатов. Во-первых, муниципальные выборы важны, и, как я сказал, это кухня демократии, потому что они доступны. Мы можем их видеть каждый день, можем встретить в супермаркете, во дворе. Мы можем подойти с ними, поговорить. Ну, мы Они, и министра можем встретить, в в общем-то. Абхазии, Так да. уже В такая Абхазии, да. действительность абхазская. В Абхазии это так, я не знаю, это проблема или преимущество, но власть очень доступна для народа. И очень часто высшие руководящие лица, их просто отвлекают от насущных задач. И вы сами знаете, в кабинете каждого министра, в приемной и даже президента можно встретить огромное количество людей, которые приходят за решением вопросов к тому человеку, который не должен этим заниматься. Поэтому укрепление муниципального вот этого представительства, укрепление и придание более активной и сильной роли нашим городским депутатам, мне кажется, позволит разгрузить работу и министров, и самого руководства страны в лице даже президента, которому часто приходится заниматься теми вопросами, которые должны решать местные депутаты. Ни для кого не секрет, что к президенту могут прийти по любому вопросу. Или парламентарии. К ним тоже часто с такими вопросами жилищными, бытовыми. Да, естественно. И в первую очередь задача и самого государства, и исполнительной власти сделать так, чтобы депутаты муниципальные были наделены большими полномочиями в плане решения вот таких каждодневных вопросов. Нельзя отвлекать президента проблемами типа умерла корова или прохудилась крыша. Хорошо, но как укрепить? Вот вы говорите, что важно укрепить этот институт, чтобы они не мешали там исполнительной власти, парламентариям, главе исполнительной власти. Я понимаю, что бюджет всегда ограничен, но заметьте, что в нынешнее время бюджет городского собрания более объемный для того, чтобы решать уже некоторые задачи. Я понимаю, что денег всегда может не хватать. Но, тем не менее, передать управление бюджетом полностью в руки муниципального собрания, я считаю, довольно-таки правильным решением. Очевидно, понадобятся какие-то дополнительные законы, которые будут увеличивать уровень ответственности, а также уровень полномочий депутатов, которых мы избираем. Я лично на своем примере, я живу в новом районе, я не раз встречал депутатов муниципального собрания, которые самостоятельно осуществляли какой-то ремонт или пытались как-то благоустроить какие-то площадки.
С другой стороны, наши депутаты муниципального собрания должны более серьезно и скрупулезно подходить к решению вопросов, где вот идет застройка, да, как бы более избирательно выдавать разрешения на строительство каких-то объектов в местах густонаселенных, да. местах. Сегодня в нашем городе складывается такая ситуация, когда возле каждой девятиэтажки обязательно стоит магазин, который, очевидно, обеспечивает ту или иную девятиэтажку. В общем, у каждого дома есть свой магазин. Считаю, что это неправильная практика, хотя это в какой-то степени развитие малого бизнеса и потом среднего. И, конечно же, эти магазины, многочисленные Это и рабочие места. супермаркеты с мелодичными названиями, посвященными именам, названиям деревень и так далее. Вот. Но, тем не менее, все эти супермаркеты, наверное, в каком-то недалеком будущем трансформируются в нечто более масштабное. Я вспоминаю послевоенный период, когда весь город был заставлен железными ларьками, и это был своего рода малый бизнес тогда. Сейчас у наших депутатов появилось больше возможностей, и также появился больше доступ к экспертизе. Вообще к муниципальным выборам и вот этим органам нужно относиться более серьезно, потому что, усиливая их, мы усиливаем всю ветвь законодательной и исполнительной власти, потому что депутаты в муниципальных собраниях в будущем, проявив себя с лучшей стороны, некоторые, к сожалению, и с худшей стороны, тем не менее, попадают на более вышестоящие должности. То есть используют это как площадку для самопиара в какой-то степени? Да нет, это все-таки площадка для роста. И среди муниципальных депутатов очень много достойных людей, которые сделали свою карьеру в политике, и мы это видим. Поэтому я желаю удачи всем, кто баллотируется, и всем, кто пройдет, и даже тем, кто не пройдет. Для тех, кто не пройдет, это тоже очень серьезная жизненная школа, испытание. Поэтому, усиляя вот муниципальные собрания, мы сможем намного улучшить бытовую ситуацию в городе, в районах, как это делается в других странах. Например, как мы любим всегда сравнивать с чистой Германией или со скандинавскими странами. Но там вся эта чистота в городе и все эти удобства для населения обусловлены тем, что муниципальные собрания обладают большими компетенциями и полномочиями. В США это таунхоллы такие знаменитые, как не знаменитые. В каждом городе США вы увидите здание областного парламента, да, местного парламента. Есть и местные, есть и областные. Это место, где и находятся депутаты собрания. Считаю, что, возможно, нам понадобилось бы, конечно, строительство или какое-то более удобное здание, где вы всегда можете прийти и встретить депутатов городского собрания, или записаться на прием, на встречу. Вообще, сам доступ к депутатам необходимо будет тоже как-то систематизировать, создавая электронную очередь, создавая электронный документооборот в виде заявок населения, которые они будут подавать тому или иному депутату. Потом не обязательно сегодня время гаджетов, у каждого есть телефон. Необходимо разработать какие-то программы, которые ты кликаешь по карте, и депутаты городского собрания получают мгновенную информацию по проблемам в той или иной части города. Мне кажется, это было бы актуально для большой страны, где вот эта коммуникация более сложная. А здесь, когда мы каждого знаем в лицо... Вы знаете, тем не менее, надо сделать так, чтобы через это приложение мы могли влиять на депутатов. Это приложение, конечно, не решение всех задач, но было бы хорошо иметь такое. А вот этот обмен мнениями, обмен информациями, вы знаете, наверное, в большом городе легче решаются такие вопросы. В маленьком городе, как мы видим, очень часто мы сталкиваемся с проблемами, которые, да, легко решить, но
Не знаю, мне кажется, не зависит это от величины города. И маленький, и большой город. Ну, представьте, что маленький город — это район большого города. Тем не менее, у большого города, наверное, больше бюджет муниципальный. У нас он меньше. Но все равно эти задачи можно решать. И это не зависит от того, большой или маленький. Например, мне кажется, основная проблема все-таки в Абхазии — это вечный спор и конфронтация между теми, кто откапывает ямы, и теми, кто их закапывает. Вот. Те, кто Объясните, откапывает... что вы имеете? Да, вот на дороге происходит какой-то ремонт, приезжают люди, откапывают ямы. Вот, и при этом не говорят тем, которые закапывают их. И те, которые их закапывают, должны пройти определенный квест, чтобы найти те ямы, которые были откопаны, и снова их закопать и положить новый асфальт. И как только они кладут новый асфальт, приезжают те, кто откапывает, снова это откапывают, чтобы не знали те, кто закапывает. То есть ремонтные работы, восстановительные работы, это все хаотично, на ваш взгляд, происходит? Ну, это, извините, это была маленькая шутка. Но, тем не менее, все-таки нужна какая-то координация. И в этом плане вот муниципальные депутаты как раз-таки, как и, вот я сказал, в Германии, там, в скандинавских странах, Швеция, Дания, должны отвечать за такие вопросы. И здесь мы можем их непосредственно беспокоить. Но мы этого не делаем. И наше неучастие в жизни своего города, и наше, как бы, мы очень редко обращаемся к депутатам муниципальным по тем или иным вопросам. Как я сказал ранее, мы сразу идем к президенту. Вот. Поэтому мы их недостаточно беспокоим, и они недостаточно обеспокоены. А может быть, дело в том, что нет ответственности? Даже если обращение поступает к депутату, он может сказать, что у меня нет возможности решить ваш вопрос. Из моего опыта общения скажу вам, что большинство депутатов муниципального собрания и вообще республиканского, все люди, которые как бы обременены вот такой вот важной работой, они все ответственные люди, они все хотят лучшего для своей страны. У многих из них есть, конечно, свои личные какие-то проблемы. Бывает, нет времени, бывает, они перегружены. Люди, бывает, приходят к главе района, например, или к домоуправу, требуют ремонт труб срочно или очистить подвалы. У человека, у которого вообще нет никакого бюджета, никаких полномочий или возможности влиять на того или иного депутата и выбивать для себя какой-то минимальный бюджет. Распределение бюджетов, конечно, да, нужно, я всегда, как сказал ранее, всегда не хватает денег. Но, тем не менее, я считаю, что люди, которые идут на выборы и хотят стать депутатами местного самоуправления, они все ответственные люди, конечно, они все хотят сделать самое лучшее для своей страны, для своего города. Это безусловно. Другой вопрос, получается ли у них это. И если не получается, то по каким причинам? Возможно, им не хватает каких-то навыков и знаний. Возможно, им просто нужно помочь как-то распределить свою работу, систематизировать обращения граждан, чтобы граждане видели, что такое-то обращение было рассмотрено, оно будет решено в ближайшее время. Депутаты местного самоуправления очень часто делают важную, очень полезную работу, и из-за того, что это мало освещено, мы не всегда это видим. Бывает, вы увидите это в виде поста в какой-нибудь социальной сети. Вот. А так мы не можем актуально следить. Мы также не можем делать онлайн-рейтинг для наших избранных депутатов. Ну, здесь... Ну, рейтинг следующие выборы показывают, да, доверяет. Вот он лимит доверия использовал, как использовал. Как все равно, вы знаете, очень часто рейтинг и так далее. Есть очень много достойных людей, но все равно люди голосуют по какой-то собственной логике. Бывает, голосуют из-за того, что это друг, знакомый, близкий. Вот. Все-таки не вся проблема лежит на плечах самих депутатов, которых мы избираем. Я еще раз повторю, мы сами не участвуем в жизни нашего города и наших районов, и того, что происходит перед окном, под окном у нас. А может быть, проблема в том, что просто нет веры в этот институт? Как вы считаете? Знаете...
Если чтобы, человек знает, что его да, проблема решится, и он об чтобы этом верить, скажет, да, но обратится. приходится, да, я знаю, что много случаев, когда людям приходится оббивать пороги множества кабинетов, вот, чтобы решить какую-то задачу, но не всегда они идут правильным путем. И опять-таки в Абхазии есть все предпосылки для того, чтобы все это работало эффективно. Мы небольшая страна, у нас не такие огромные проблемы. Слава богу, у нас не наступает неожиданно зимний период, как это происходит в других странах, когда никто не готов к зиме и так далее, и так далее. У нас нет вопросов там с отоплением. У нас есть проблемы там с энергетикой и так далее, но все-таки не так уж экстремально и трудна работа депутата местного самоуправления в Абхазии. Я хочу пример привести собственный. Вот вы говорите, что не такие уж сложные задачи перед ними стоят, а вот 10 лет я живу в центре города, не решается вопрос с подвалом. И к депутату обращались, и к главе города, к одному, ко второму, но ВОЗы ныне там. Так что я вот про это, поэтому я и спрашиваю, а какая ответственность у депутатов? Не решает, если он не решает ни один вопрос, который волнует жителей его округа, то как я буду голосовать за этого кандидата в следующий раз? Депутат, в первую очередь, когда мы требуем что-то, допустим, решение вопросов подвалов и так далее, очень часто, я тоже живу в многоквартирном доме, бывают такие вот проблемы, которые соседи решают самостоятельно. Мы сами собираем деньги и сами делаем. Я не призываю делать то же самое. Мы это тоже Но практикуем. я хочу намекнуть на то, что фактически мы платим не очень большие налоги, чтобы требовать улучшения бытовых условий за счет государства. А бюджет города, как я и сказал, он очень ограниченный. Естественно, депутат, к которому вы обратитесь за тем, чтобы он почистил ваш подвал, осушил. И в моем доме такая же проблема, у всех такая проблема. Так вот, для того, чтобы провести эти работы, требуется значительный бюджет, которого нет. Денег нет, вы не платите, мы вам не отремонтируем. Замкнутый круг получается. То есть система такая, которая мне позволяет не платить. Если я до сих пор живу в этой квартире, и меня никто не выселяет и не лишает собственности, я не буду платить. В общем, государство — это институт принуждения. Если этот механизм не работает, я себе это позволяю. Что в этих условиях тогда можно сделать? Мы далеко ушли вообще от темы выборов, но тем не менее, если вот коротко попробовать ответить. Все-таки есть проблема, и она волнует сейчас граждан, и депутаты должны на нее реагировать, и городские власти в том числе. А депутат — это мостик между мной и администрацией. Ну, я думаю, что здесь должен быть какой-то совместный подход. Мы должны совместно с депутатами обсудить то, как можно распределить нагрузку на, например, очистку подвала на жителей дома и на депутата. Государство может представить, депутаты могут представить нам хотя бы, предоставить нам коммунальную технику и рабочих. Какие-то другие расходы мы можем с соседями собраться и взять на себя. Есть, конечно, неимущие семьи, их можно исключить из списка тех, кто должен собирать деньги. Но в каждом дворе нет места для того, чтобы припарковать машину. В основном машины элитного класса в каждом дворе. Но я думаю, что один многоподъездный, многоквартирный дом сможет собрать сумму для того, чтобы оплатить работу рабочим, вот, и купить расходные материалы в виде труб и так далее, и так далее. Такие вещи можно делать. Конечно, к сожалению, как бы это ложится бременем на карман жильцов этого дома, но мы живем в эпоху капитализма. Поэтому здесь нет как это было в советское время. Вот. Что делать? Кто-то придет и сделает, и создаст эти условия. Но было, вот депутаты, они же должны в том числе пытаться вот эту коммуникацию тоже создавать, этот диалог между властью обязательно. и обществом. И мы должны тоже говорить об этом с депутатами. И что мы делаем? Мы просто приходим и требуем, а депутата
решить ту или иную задачу, но мы никогда очень редко мы предлагаем решение. Ну вот ресурсы, в том числе из нас, он тоже должен находить и уметь выстраивать эту коммуникацию. Еще один интересный тезис мне хотелось бы с вами обсудить, пользуясь оставшимся временем. Некоторые эксперты говорят, что выборы в органы местного самоуправления — это репетиция выборов в парламент для Абхазии сейчас, особенно в контексте событий, которые происходили осенью прошлого года, и выборов президента. Ну, в какой-то степени, конечно, потому что люди, которые идут в городской парламент, естественно, строят планы по тому, чтобы расти в политическом плане. И органы местного самоуправления это всегда было кухней для депутатов, для представителей. Площадкой для роста, для проявления. Да. И это всегда было, во всех странах это было так. Люди, которые идут в депутаты, начиная с муниципального уровня, естественно, они обладают амбициями. И, конечно, для них это важный шаг. Они видят свое будущее как чиновники, которые должны будут заниматься решением ежедневных, насущных проблем граждан своего района. Это безусловно. И еще одна проблема, которую мы наблюдаем от выборов к выборам. Вот вы сказали, что у многих из них есть серьезный бэкграунд, опыт работы. Но бывает и так, что два кандидата, один с опытом работы, человек, который обладает знаниями, не проходит человек, который нигде не проработал. Я понимаю, что и диплом об образовании, и опыт работы не всегда говорит об уровне компетенции, но тем не менее, все-таки если вот эти понятия соотносить, и что в этом плане можно было бы сделать? Фильтры или как? В смысле, чтобы люди голосовали за более хороших? За более достойных. Понимаю, что более достойны для каждого понятие свое. Но, тем не менее, какие-то общепринятые же есть нормы, да, что человек с каким-то хотя бы багажом должен приходить, чтобы какую-то пользу обществу и собранию в целом приносить. Ну, вы сейчас подняли глобальную проблему. Это касается не только депутатов муниципального собрания, которые будут избираться в Абхазии, но это глобально, это во всем мире так. И президентов выбирают так, и депутатов, и министров назначают. Это глобальная проблема. Я не знаю, от чего она зависит. Ну, это вы говорите о каких-то этих, стремление к какой-то меритократии, да, власть лучше. Да? Лучше. И, как к этому прийти, я не знаю, честно говоря. И как здесь определить проблему, почему происходит именно так в жизни, я не знаю. Это касается всего, абсолютно всего. От выбора нового платья до женитьбы людей и так вообще далее. Особенности абхазской демократии, через призму выбирает не лучшего парня. Через призму абхазской демократии, если на это посмотреть, у нас свои какие-то механизмы, которые позволяют нам и политическую систему в том числе тоже как-то менять. Мы голосуем за своих, но тем не менее мы не всегда это делаем во вред себе. Мы все равно создаем для себя какие-то условия. Ну, тогда давайте сделаем такой лозунг, или призыв к общественности, к тем, кто будет голосовать. Пожалуйста, идите на выборы и не голосуйте за своих, голосуйте за лучших. Ну, это не рабочий лозунг, не рабочий лозунг. Я понимаю, что сложно, но тем не менее, какие-то, может быть, я не знаю, в законе механизмы такие создать, которые позволили бы нам сделать выбор в пользу лучших. Есть такая возможность? Коротко, если отвечать на этот вопрос. Нет, такой возможности нет. Закон нам не позволяет. Коротко и ясно Максим Гвинджи отвечает на этот вопрос, но мы все-таки надеемся, что люди, которые стремятся дальше расти и проявлять себя, может быть, в политике и стремиться дальше к парламентским выборам, они будут готовиться в том числе и к выборам в органы местного самоуправления, чтобы достойно представлять интересы граждан. Спасибо, что были с нами. Благодарю вас. Нашим слушателям напомню, у нас в студии был политолог Максим Гвинджи. Мы говорили о выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Абхазии уже в эту субботу, 8 ноября.